В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Чувствовать новое поколение людей. Владимир Путин призвал профсоюзы активно включаться в нацпроект «Молодежь и дети». В Якутии уровень безработицы достиг своего исторического минимума, но, тем не менее, развивающаяся промышленность и строительство требуют новых профессионалов. В 6-й раз в республике проходит ГИС-хакатон, конкурс разработок в области применения геоинформационных технологий. В нем принимает участие более 170 человек. Кладоискатели, сокровища которых не абстрактный сундук с деньгами, а огромное месторождение. Якутия готовится отмечать День геолога. Одно из самых светлых и жизнеутверждающих сочинений Петра Чайковского в Якутске представит оперу «Иоланта» с тифлокомментариями. Владимир Путин призвал профсоюзы подключиться к реализации национальных проектов. Глава государства отметил, что необходимо укреплять связку уровня образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, развивать систему профориентации, которая уже действует в школах страны, реализацию федерального проекта «Профессионалитет». По его словам, дополнительную поддержку получат и высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами, компаниями реального сектора экономики и социальной сферы. Для них будет продлена программа «Приоритет 2030». Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами, компаниями реального сектора экономики и социальной сферы. Для них будет продлена программа «Приоритет 2030». И здесь также надеюсь на поддержку традиционно сильных и авторитетных вузовских профсоюзов. В частности, в послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно. С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнем реализацию этого решения. И прошу обеспечить здесь общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль. Занятость населения является одной из важнейших задач государства. В Якутии уровень безработицы достиг своего исторического минимума. Но, тем не менее, стремительно развивающаяся промышленность и строительство требуют больше новых профессионалов. Государственный комитет по занятости республики приступил к тщательной работе по поиску и разработке эффективных механизмов обеспечения кадровых потребностей, сохранению рабочих мест и поддержки работодателей. Эти меры направлены на улучшение качества жизни граждан и укрепление экономики страны. В настоящее время производительность труда, внедрение инновационных технологий, реализация перспективных научных разработок, подготовка квалифицированных специалистов и регулирование трудовой миграции являются основными факторами укрепления национальной экономики и эффективного решения задач социальной сферы. Будем выстраивать совершенно новую систему кадрового обеспечения, начиная от школы, среднее учебное заведение, дальше вуз и работодатель. То есть это та система, которая позволит на сегодня готовить кадры под конкретные уже специальности заранее. И таким образом на момент выхода этих предприятий на свою полную мощность мы уже будем иметь необходимый кадровый потенциал и систему обучения этих кадров на возобновляемой основе, чтобы это у нас действовало не отрезочно, а именно системно и последовательно. В Якутске стартовал межрегиональный конкурс разработок в области применения геоинформационных технологий ГИС-хакатон. В нем принимают участие более 170 человек из 22 субъектов Российской Федерации. Школьники и студенты через командную работу выполняют задания по реальным кейсам, находя решения для той или иной отрасли. Подробнее расскажем в следующем сюжете. За 47 часов слаженной командной работы участникам хакатона предстоит решить реальные кейсы, которые могут быть применены на практике в Якутии. Команды будут разбиты на 3 трека, в каждом из которых их ждут уникальные задания. Первый трек связан с оценкой туристического потенциала нашей республики с помощью большого массива геоданных. Второй кейс будет направлен на устойчивую энергетику на основе прогнозных данных климатических моделей. Ребята необходимо будет найти в будущем, какие места в Якутии будут пригодны для солнечной и ветровой энергетики. Третий кейс будет направлен по треку «Цифровое земледелие». Этот трек связан с решением задач в области оценки урожайности с полей.
За свою 6-летнюю историю через ГИС Хакатон прошло несколько сотен молодых людей, которые предлагали интересные, порой нестандартные решения кейсов, но тем не менее многие из этих решений сегодня применяются на практике. И каждый год количество желающих принять участие в конкурсе становится все больше. Мне бы хотелось, чтобы я, допустим, могла поработать в команде так хорошо. Я менеджер, поэтому мне хотелось бы представить свою компанию так хорошо, чтобы она могла раскрыться в полную силу, насколько мы уже сможем вложиться в наш проект. И наш проект, может быть, даже займет какое-то место, но я не обещаю, но это будет наш основной вклад. Наш проект будет вкладом в нашу климатическую картину. Мы, как гидрометеорологи, решили, что если нам достанется этот кейс, то это будет просто шикарно. У ГИС Хакатона много партнеров, которые приходят на конкурс каждый год, чтобы посмотреть на работы молодежи, оценить их качество и лучшие разработки взять на вооружение. Как экологи заинтересованы, во-первых, чтобы вот эти новые идеи, новые таланты приходили и помогали нам в проведении определенных полевых работ, потому что геоинформационные системы, они в любом случае связаны с пространством и так далее. Вот. Для экологов, конечно, очень важно для мониторинга атмосферного воздуха, для миграции животных, для мониторинга качества природных вод и так далее. Участникам хакатона предстоят 47 часов интенсивной и интересной работы. А оценивать ее качество будут эксперты из компаний-партнеров Северо-Восточного федерального университета, а также приглашенные эксперты из Московского и Санкт-Петербургского университетов. Александр Хавренко, Джилл Иннокентьев, Якутск. В алмазной столице хотят построить кампус, учебный корпус на 1200 мест, общежитие на 500, оздоровительный центр с бассейном. Таким видится примерный проект строительства. Земельный участок под образовательный кампус уже оформлен, заключен договор с безвозмездного пользования с муниципальным образованием «Мирный». Мы это обсуждаем уже на разных уровнях. Есть заинтересованность крупных компаний. И мы сейчас договорились, что вот сегодня было совещание, как раз посвященное этому, мы договорились создать проектный офис для того, чтобы сформировать финмодель. Земельный участок есть, район готов предоставить. Мы должны сформировать финмодель и разработать техническое задание к проектированию. И уже потом определить источники финансирования и начать реализацию проекта. То, что он будет реализован, я 100% уверен. У меня вопрос, в каком виде, да, и как это будет сделано. Это, конечно, потому что это ляжет, конечно, в том числе и на плечи республиканского бюджета, поэтому здесь нужно нам, конечно, вот эти границы финансовой модели очертить. Железная дорога приближает Якутию к другим регионам. Жители республики все чаще пользуются железными дорогами для путешествий с Нижнего Бестяха до Алдана, Нерюнгри, Благовещенска, Иркутска и на другие станции России. Здесь одинаково хорошие условия и для пассажиров, и для сотрудников. За первый квартал этого года только со станции Нижний Бестях перевезено 27 тысяч пассажиров, что намного превышает показатели прошлого года. Мы с детьми съездили на поезде в Якутск и обратно на соревнования по спортивным бальным танцам. Поездка у нас с детьми, с девочками от 4 лет и до 16. Очень рады, что вагоны новые, свежие, чистые. Видно, что проводники стараются, работают, потому что детям комфортно, а значит и нам комфортно, и спокойно ездить в таких вагонах. Я сейчас еду по своей родине, Бегано-Кангаласский улус. Мне поездка понравилась, честно говоря. Здесь с друзьями ехать, пообщаться. В поездах с 1 марта приобретает популярность услуга предоплаченного питания. Рацион пассажир может выбрать и оплатить перед отправлением на этапе покупки билета или может это сделать непосредственно в поезде, обратившись к проводнику вагона. Доступны 4 типа питания – курица, говядина, свинина и рыба. Курица, она подается с пюре, также подается салат. Отдельно в качестве сухпая подаются соусы. Естественно, хлебушек, приборы подаются отдельно, а также чай, кофе, сахар и джем.
Железная дорога верно и устойчиво вошла в жизнь якутян как одна из самых надежных, комфортных и экономичных видов транспорта для путешествий в любую точку нашей огромной родины. Любовь Васильева, Анатолий Гоголев, Алдан. В рамках Дня здоровья в России, в Якутии в частности, 7 по 9 апреля пройдет всероссийская акция «Будь уверен, будь здоров». Во время нее любой человек сможет бесплатно сдать свой бытовой тонометр на проверку точности и исправности действия. Специалисты Якутского центра стандартизации метрологии Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, как признаются специалисты, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров может быть негерметичность манжеты. Акция пройдет в Якутске, Мирном, Ленске и Нерюнгри. Любой желающий может принести совершенно бесплатно, показать тонометр нашим специалистам. Наши специалисты через эталон проверяют точность и целостность этого прибора. Также может быть и расхождение в показаниях этих тонометров. Это очень опасно на самом деле. То есть если у человека высокое давление, а прибор показал меньше, это может привести к плачевным последствиям. Врачи напоминают, пора готовиться к теплу. В данном случае подготовка подразумевает принятие мер безопасности против заболеваний, разносчиками которых являются клещи. Речь идет в первую очередь о боррелиозе и клещевом энцефалите. Тему продолжит Татьяна Вахнина. В прививочный кабинет Алданской городской поликлиники Татьяна пришла для того, чтобы поставить прививку против клещевого энцефалита. Совсем скоро наступит тепло, и о безопасности девушка решила позаботиться заранее. Вакцинация состоит из 3 инъекций. В течение года мы ставим 3 прививки. Обязательные в этом году 2. Если вы хотите защитить себя уже этим летом, нужно поставить в апреле-мае 2 прививки от клещевого энцефалита. Нарушение координации движений, потеря речи, паралич и даже гибель. Последствия укуса зараженного кровопийцей непредсказуемы. К наиболее опасным заболеваниям относятся боррелиоз, известный как болезнь Лайма, и клещевой энцефалит. Оба эти заболевания поражают центральную нервную систему. Течение заболевания бывает нескольких видов. Это может быть острое, то есть когда симптомы развиваются в течение первых суток, либо затяжное течение, когда симптомы проявляются спустя длительное время. К симптомам относятся головные боли, тошнота, рвота, боли в мышцах, суставах, общая слабость. Также характерно повышение температуры. В Южной Якутии кровососущие активизируются к концу мая, когда устанавливается стабильно теплая температура. С этого периода регистрируются случаи нападения клещей на людей. Большой процент случаев имеет место в населенных пунктах. По данным Роспотребнадзора, с прошлого года участились случаи инфицированных клещей. И по статистике из 100 пойманных насекомых 10 уже инфицированные. Иммунитет против клещевого энцефалита формируется в течение нескольких недель, и позаботиться о защите от укусов кровососущих следует заранее. Чем может быть опасен клещ, алданцы знают. Но они разносчики различных инфекций, поэтому сейчас весенний период их как раз начнет нашествие. Поэтому у меня работа лесная, приходится тем более следить за этим, ставить прививку. Они, конечно, опасны. Это нужно обязательно делать прививку, потому что у меня самой был укус клеща, но он оказался не энцефалитный, поэтому я считаю, что прививка обязательно нужна. И после выхода из леса надо себя обязательно осматривать. В этом году о профилактике уже позаботились порядка 300 алданцев. Иммунизация против клещевого энцефалита проводится бесплатно. Вакцина есть на всех медицинских участках Алданской ЦРБ. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Как урегулировать численность волка? Для этого надо правильно поставить капкан и петлю. Об этом рассказывают опытные охотники на практическом семинаре для волчатников. Мастера своего дела делятся своими знаниями и навыками по охоте на волков. Среди участников семинара присутствуют и новички. Они с интересом наблюдают за демонстрацией навыков и методов работы опытных волчатников. Они активно задавали вопросы и участвуют в обсуждении. Все присутствующие отмечают, что семинар полезный, а навыки, показанные в рамках него, пригодятся им в будущем. Чтобы волка поймать, надо стать волком, получается, чтобы за ним следить и так далее. И, во-первых, в лес сейчас куда ни зайди, везде волчьи следы. Я один раз попробовал, мне понравилось. И все, и я начал продолжать волчьей охотой заниматься.
Ну а сейчас я не могу без этого. Сейчас меня вот, как говорится, тянет туда. Чтобы волка не поймать. Я волка одного поймал, на год себе адреналину дал. Получается, вот. Не то, что там его убил, а увидел его, что он попался, что вот сам вот этот вот, сам взгляд егошний. Приближается День геолога. Этот профессиональный праздник не имеет фиксированной даты. Его принято отмечать в первое воскресенье апреля. В Южной Якутии отмечать его будут специалисты компании «Нейрингри Стройизыскания». Подробности в материале наших коллег. У истоков создания промышленных объектов Южной Якутии и строительства города Нерюнгри стоит компания, которая с 2004 года носит название «Нерюнгри Стройизыскания». С тех пор работа у геологов не убавилась. У нас инженерная геология, то есть мы часто в основном приходим на места будущих, так скажем, каких-то больших объектов, которые будут построены. Чистое место. И, так скажем, с наших работ, собственно говоря, начинаются вот эти вот развертывания крупных проектов, горно-обогатительных комбинатов. Сегодня на предприятии трудится 66 человек. Занимаются изысканиями, бурят на воду. Работникам НСИ зачастую приходится уходить в многодневные походы. В поле ходят и женщины. Одна из них – геолог Екатерина Шандрыгина. Это все нравится. Именно мы вот работаем с буровыми бригадами, отбираем керн, описываем скважины, керн описываем со скважин. Ну все, дальше камеральная работа. Геолог – профессия, имеющая романтический ореол в глазах многих людей, выросших в Советском Союзе. Главный инженер предприятия Андрей Осьмушкин – потомственный инженер-геолог. Его родители и близкие родственники заканчивали один институт и работали в одной сфере. Дети Андрея Осьмушкина пошли по тому же трудовому пути, что не может не радовать, так как присутствует кадровый дефицит рабочих профессий. Все хотят идти в блогеры, да. У нас можно и, так скажем, и романтика геологическая есть, и, в общем-то, всегда, довольно-таки много камеральной работы. Побурил маленько где-то на выезде, поработали, подокументировали. Здесь на месте, то есть не так, как геологи заехали в поле, 8 месяцев там. Вот у нас насчет этого получше. Нерюнгри Стройизыскания работает со многими крупными предприятиями. География работ выходит за пределы нашей республики. Специалисты НСИ востребованы и в соседних регионах. Организация не стоит на месте, обновляет свою материальную базу и всегда готова к самым сложным работам. Ведь кто, если не они? Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Иван Лазаренко, Нерюнгри. Театр оперы и балета уже завтра представит премьеру уникальной оперы с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения. За основу было взято произведение Петра Чайковского «Иоланта» в 2 действиях. С подробностями Тимур Колмогоров. Опера «Иоланта» рассказывает историю о одноименной незрячей девушке, живущей в королевстве Прованс. Она и не подозревает о своей слепоте и живет в закрытом мире, который создал для нее король Рене, отец Иоланты. Однако все меняется с появлением в жизни девушки графа Вадемона, который влюбляется в нее. Они скрывают от нее ее слепоту, и в этом вся проблема. И когда приходит врач, они тоже хотели скрыть от нее правду. Но когда подошел молодой человек, и он рассказал ей, что она слепая, и тут началась проблема, можно сказать. Мария Михайлова исполняет партию Лауры, подруги Иоланты. Она смелая, любознательная, темпераментная среди всех жителей замка. Но несмотря на это, Лаура, как и все, является заложницей придуманного мира короля Рене. Нам приходится каждый день подыгрывать и соответствовать этому миру, вымышленному, можно сказать. И, конечно же, как любая девушка, молодая девушка, Лаура, она мечтает о земных блаженствах, о радостях, об образовании, возможно, да, если так сказать, самовыражаться. Но ей этого не дано. Ей приходится ежедневно быть рядом с Иолантой. Тифлокомментирование для России является довольно новым явлением. Зрители такой постановки надевают наушники, а специалисты-тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене, позволяя зрителям насладиться театральным искусством. Это был первый опыт
У нас первые премьеры были в ноябре. Конечно, это было для них и для нас, и для них открытием. Они слушают музыку, слушают оперу, и тем не менее им рассказывают про то, что происходит на сцене. И они были очень рады этому. Сложные и красивые жанры, такие как опера и балет, были практически всегда недоступны для незрячих. Но благодаря инициативе театра этот мир искусств был открыт для людей с нарушением зрения. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Такое увидели уходящую пятницу наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.